Добрый вечер, и опять пятница, и опять на носу выходные, и опять, соответственно, в пятницу в 21:00 на АТР программа «Запоребрик» с Аркадием Бабченко, и, соответственно, как всегда, мы будем здесь разводить качественную русофобию, которая и на этой неделе у нас есть для вас, и, конечно же, как всегда, ждем ваших звонков по телефону, которые вот сейчас появятся на плашечке ниже. Звоните, спрашивайте. Поговорим, пообщаемся. О, да не. Раз, два. Поговорим, пообщаемся. А начнем мы сегодня все с той же замечательной Санта-Барбары, которая продолжается уже не первый месяц, и которую все смотришь и думаешь, я ржать перестану когда-нибудь или нет, в конце концов. Со всей этой шпионской историей и разоблачениями шпионов Главного российского управления Российской Федерации на этой неделе произошло еще несколько знаковых событий. Если у вас есть одна рука для фейспалма, то приготовьте и вторую, потому что одной не управитесь. Это что-то с чем-то. Это шоу Бенни Хилла просто отдыхает по сравнению с этим. Начну я с себя на этой неделе. Потому что, когда вскрыли мою почту, мне потом позвонили журналисты из BBC, и они проводили свое расследование по поводу того, кто эту почту вскрыл и как, и сказали мне, куда зайти, что посмотреть, где могли наследить, какие ссылки открыть, чтобы посмотреть, откуда заходили, как заходили, и попросили зайти на почту, посмотреть вот этот вот файл от моего имени, который разместили там в живом журнале и во всех остальных моих соцсетях с заявлением, что я прошу прощения у Родины, что меня заставили, что я там за $20 000 продался СБУ за эту инсценировку, что у меня там я руковожу какой-то ботафермой под названием Ольга, еще что-то там, какой-то ахинея они понаписали. И это письмо было, значит, сделано в текстовом файле в Word, и он где-то там должен был остаться. Я посмотрел в ящике, в инбоксе, его нету, а потом зашел в корзину и нашел этот файл и переслал его журналистам BBC. И оказалось, что этот файл, это примерно то же самое, что оставить свою подпись, да, то есть человек-хакер, который взламывал мою почту, он этот файл в корзину скинуть не забыл, а очистить корзину забыл. И они взяли этот файл и установили по этому файлу личность, и, в общем, там очень замечательная, интересная история. Давайте я вам зачитаю. Чтобы войти в аккаунт Бабченко, это из расследования BBC, зайдите, найдите у них там на сайте, почитайте, там масса интересного, конечно же. Чтобы войти в аккаунт Бабченко, хакеры привязали к нему свой номер телефона, следовало из отчета. На видео номер заретуширован. Это видео, которое команда Киберберкут, хакерская вот эта группа Киберберкут разместила на своем сайте, показывая, как они вскрывали мою почту. На видео номер заретуширован, но меньше чем на секунду заплатка ретуши исчезает. Дефект мог появиться при импорте файла. Остановив видео в нужном месте, можно разглядеть номер телефона хакера. +38 071 300 17 43. Вот этот замечательный телефон на ваших экранах. Хотите, позвоните, спросите или передайте приветы человеку. Это номер из сети мобильного оператора «Феникс», который работает на территории подконтрольной самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Два источника, знакомые с ситуацией в ДНР, сказали BBC, что номера с сочетанием 071 300 встречаются у представителей силовых служб ДНР, Министерства обороны, безопасности, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, а также у личной охраны главы этого образования. BBC нашла этому подтверждение. Номер телефона пресс-секретаря Министерства обороны ДНР Даниила Бессонова отличается от номера хакера лишь на одну из последних цифр. После взлома Бабченко связался с компанией Mail.ru, которая помогла восстановить доступ к аккаунтам. В корзине облачного хранилища лежал тот самый файл Project, не облачного, а может и облачного, не знаю. Хакер удалил его после записи видеоотчета, но, судя по всему, забыл или не успел очистить корзину. В свойствах файла BBC нашла псевдоним автора Фрес Хелли. В интернете им пользуется только один человек, причем уже 15 лет. И это 34-летний Павел Корень,
Коренев из Министерства обороны ДНР. Вот вы меня все спрашиваете, как же так? Ну не может же такого быть. Ну не бывает же так, чтобы с Башировым и Петровым была такая лажа. Ну это, наверное, какая-то многоходовочка, какая-то операция. Нет. Вот этот замечательный человек, не знаю, кто из них именно, Павел Коренев, чье лицо, видимо, прикрыто, наверное. И этот человек, значит, взламывает мою почту, оставляет там свой номер своего мобильного, который точно так же, как в ситуации с Петровым и Башировым, у которых паспорт отличается лишь на одну последнюю цифру, и этот его номер мобильного на одну последнюю цифру отличается от номера пресс-секретаря Министерства обороны ДНР. Оставляет у меня в корзине свой файл, практически свою подпись или отпечатки пальцев, или свой паспорт, да, со всеми данными, в котором в свойствах файла псевдоним автора, Фрес Хелли. И вот вам, пожалуйста, уровень, да? То есть мою почту взламывали из ДНР. Вот этот вот человек. Более того, BBC пошло дальше, и, ну, этот Фрес Хелли, он известен. И оказалось, что именно эти люди причастны к постановкам фейковых видеосюжетов, в которых они рассказывали, что ИГИЛ воюет на стороне ДНР. Вот этот Бессонов, пресс-секретарь ДНР, самопровозглашенный, номер телефона которого отличается всего лишь на одну цифру от номера хакера, взламывавшего мою почту. И они там делали эти видеосюжеты, снимали в Донецке, как ИГИЛ воюет на стороне, вот уж сейчас не помню кого, то ли ДНР, то ли фашистских карателей, сейчас я не помню, да. Более того, эти же самые люди делали фейковые новости про Азов, как Азов там что-то то ли пытает людей, то ли там, не знаю, снегирей жарит, то ли мальчика прибивает в трусиках, распинает на рекламном щите. Все эти корни растут оттуда. Еще одно доказательство того, что все это ведет туда за поребрик, за ров с крокодилами. Еще одно доказательство того, что они руконогие, они просто не могут ничего нормально сделать, не наследив везде, чем только можно. Ну и переходим непосредственно к ГРУ. Журналисты раскрыли еще 305 сотрудников ГРУ. Не 35, не 3,5, 305. На адрес войсковой части номер 26165 подразделения ГРУ, связанные с хакерскими атаками, зарегистрированы автомобили 305 сотрудников, среди которых выявлены европейскими спецслужбами ГРУшник Алексей Моринец или Маринец. Это тот человек, которого выслали из Нидерландов несколько дней назад. 4 их выслали, а потом еще 7 вскрыла США. Как удалось выяснить Bellingcat и The Insider, в относительно легко доступной базе ГИБДД эти сотрудники указаны со всеми паспортными данными и мобильными телефонами. Многие с указанием этой войсковой части как место работы. По сути, это означает, что любой человек с доступом к базе ГИБДД, а это одна из самых доступных баз данных в России, действительно ее можно купить на любом митинском рынке, может получить имена, паспортные данные и мобильные телефоны нескольких сотен сотрудников ГРУ. Причем не простых сотрудников, а служащих именно в той самой войсковой части, которую обвиняли в самых скандальных хакерских атаках последних лет. Напомним, АРТ-28 Фенсибирь – одна из самых известных кремлевских хакерских групп, активная, по крайней мере, с 2007 года. Как удалось установить The Insider еще в мае 2017 года, в Фенсибирь работают действующие сотрудники ГРУ из войсковой части номер 26165, а в июле 2018 года Минюст США опубликовал официальное обвинение в адрес 12 сотрудников ГРУ в связи со взломом серверов Демократической партии США. Среди других целей этой хакерской группировки были Белый дом и ряд других целей в США, МИД Чехии, Польши, Германии, Италии, Латвии, Эстонии, Украины, Норвегии, Нидерландов и других стран. Министерство обороны Дании, Италии, Германии, Бундестаг, НАТО, ОБСЕ, МОК, ВАДА, GIT, не знаю, что это такое, ряд редакций иностранных СМИ, в том числе ТВ5, Мондо и Аль-Джазира. Эта же группа хакеров атаковала десятки российских журналистов, в том числе и сотрудников The Insider, оппозиционеров и членов НКО, что независимо друг от друга подтвердили 4 компании в области информационной безопасности. Любопытно, что другой выявленный западными спецслужбами ГРУшник Алексей Минин указывал в качестве своего адреса улицу Народного ополчения 50. И это Военная академия Министерства обороны, она же ВЧ 22177, также известная как
консерватория ГРУ. Неладно что-то в консерватории, что-то надо подправить в консерватории. Вот все эти люди вскрывали Моссад, НАТО, МИД Чехии, ВАДА, GIT, МОК, Белый дом, демократические сервера Демократической партии Соединенных Штатов Америки. А потом ты просто приходишь на митинский рынок, за 100 баксов покупаешь базу данных ГИБДД и вскрываешь все хакерское подразделение ГРУ со всеми паспортными данными, адресами, номерами прав, регистрацией автомобилей и так далее, и так далее, и тому подобное. Это просто потрясающе. Это что-то с чем-то. 305 человек. Ну, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, в мире такого еще не было. Нидерланды раскрыли 4 россиян, хакеров и шпионов ГРУ. Да, вы будете смеяться, но опять-таки да. Еще 4 россиянина, хакеров и шпионов ГРУ раскрыты Нидерландами на этот раз. Причастных к попытке украсть документы по сбитому Боингу и кибератаках на ОСХО. Я не знаю, что такое ОСХО, не посмотрел, каюсь. По данным голландских спецслужб, россиян зовут Алексей Маринец, которого мы упоминали среди 305 человек, которые ни разу не парясь зарегистрировали свои автомобили по адресу ГРУ. Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин, который в адресе своего проживания указал консерваторию ГРУ. Все они имели российские дипломатические паспорта и, вероятнее всего, связаны с ГРУ. Неужели? Журналисты, в частности, обратили внимание на тот факт, что номера некоторых паспортов опять отличаются всего одной цифрой. Да что ж ты будешь делать? Минобороны Нидерландов также утверждает, что установила воинскую часть предполагаемых сотрудников 26165, та же самая. Она фигурировала в обвинении США в сломе серверов Демократической партии. О причастности россиян к разведке также говорят и другие факты. В личных вещах задержанных нашли телефон, который, как выяснилось, был активирован возле здания ГРУ в Москве. А также обнаружили квитанцию о поездке на такси в аэропорт Шереметьево. Адрес посадки на ней почти полностью совпадает с адресом штаб-квартиры ГРУ. В компании такси уже подтвердили подлинность чека. Ну, я не знаю, вот честно говоря, вот правда не знаю. Вот ты едешь вскрывать сервера ОСХО, там была оставлена около входа в это заведение, была оставлена машина, напичканная аппаратурой и электроникой, и вот ты едешь ее вскрывать и берешь с собой в карман чек такси, на котором местом посадки указывается адрес штаб-квартиры ГРУ. Я не знаю, как можно было это сделать. Вы будете смеяться, но США обвинили 7 россиян в кибератаках на ВАДА и ФИФА. Министерство юстиции США заявило, что 7 россиян, которых ведомство называет офицерами российской военной разведки, причастны к кибератакам. Ведомство заявило, что целью кибератак стали химические лаборатории, в том числе швейцарская лаборатория, где изучалось вещество, которым в Великобритании отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Другими целями были спортивные организации, в том числе ФИФА и ВАДА, и ядерная компания Westinghouse, а также другие компании, расположенные в США, Канаде, Нидерландах и Швейцарии и Монако. По данным американского Минюста, в списке жертв хакеров 250 спортсменов из 30 стран, включая антидопинговые агентства по всему миру. 3 из 7 обвиняемых, по данным Минюста США, фигурировали в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Однако ведомство отмечает, что нынешние обвинения с тем расследованием никак не связаны. Вместе с тем правоохранители отметили, что 4 злоумышленников поймали с поличным. Это как раз те 4, которых поймали в Нидерландах. Вот это вот, ну это просто полнейший провал. Это посыпалось все вообще. Из-за 2 человек, которые поехали смотреть Солсберецкий шпиль, Солберецкий, как они говорят на их жаргоне, посыпалось абсолютно все. Вскрыты 305 сотрудников, 4 сотрудника, 7 сотрудников, вскрыты чеки на такси, вскрыты телефоны, вскрыты места регистрации автомобилей и так далее и тому подобное. Это что-то потрясающее. Я хочу, чтобы этот сериал не кончался. Я готов его смотреть, смотреть и смотреть. Бесконечно можно смотреть на 3 вещи. Как горит Кремль на заставке программы «Запоребрик» с Аркадием Бабченко, как плывут облака и как сыпется ГРУ. Переходим к новостям духовных скреп.
Главу Якутии. Напоминаю, кстати, вам телефоны. Вот они, так, сейчас вот Viber, вот телефон, по которому мы ждем ваших звонков. Звоните, пожалуйста, нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы, пообщаемся с вами. Главу Якутии перед вступлением в должность окурили дымом белой гривы коня. Айсен Николаев, победивший на выборах главы Якутии, перед вступлением в должность прошел традиционный якутский обряд благословения – Алгыс. Обряд будущего главы Якутии проводил знаменитый алгысчит Афанасий Федоров. Благожелатель развел огонь, окропил землю кумысом и окурил Айсена Николаева дымом белой гривы коня и дерева для защиты от всех напастей в жизни. Ну, теперь должно помочь однозначно. Как же гривы и белого коня и дерева окурили? Ну, теперь все в Якутии должно наладиться, рейтинги пойдут вверх, и зарплаты и пенсионный возраст снимет. Афанасий Федоров, произнеся священный алгыс, попросил у верхних божеств покровительства и благословления для нового Илдархана, главы республики, крепкого здоровья, сил, энергии и успехов его в работе во благо родной республики и сплочения народа. Ну а как иначе-то? Сообщили в пресс-службе. Церемония проходила в специальном культовом месте Усхатын. Николаев одержал уверенную победу на досрочных выборах, получив 71% голосов избирателей. Вот что грива белого коня животворящая делает. А у нас есть звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Аркадий. Это Давид. Мы встречались в Тель-Авиве. Я хочу прокомментировать взлом ГРУшников в Нидерландах. Судя по конфигурации, которые опубликовали там, на самом деле это не смешно. Мне так кажется, судя по конфигурации системы, которая лежала в багажнике этого автомобиля, они уже взломали пароль Wi-Fi, а это делается легко с помощью Kali Linux. Я просто не разбираюсь в секьюрити. И дальше они только посидели, прослушивали весь трафик и, возможно, могли взломать раутер, там что угодно могли творить. Потому что если просто взломать, это недолго, там нечего на автомобиле делать. Значит, они уже что-то там сидели, они уже перехватывали этот трафик. Вот это антенна, 64 гигабайта SSD, это очень мало, что вы переходите в трафик. Значит, у них уже был доступ. Значит, там уже что-то, это все как бы очень печально, мне показалось. Окей, хорошо, спасибо вам за этот комментарий. Немножко раскрыли нам подробности. Окей, спасибо. В Генеральной прокуратуре заявили, что уголовные дела заводятся только за репосты, а не за лайки. Оттепель. Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куриной заявил, что в России пока не возбудили ни одного уголовного дела из-за лайков в соцсетях. По словам Куринова, интерес для правоохранителей представляет только репост. Ой, вы мои хорошие, какие вы прям либеральные, соблюдаете права человека, за лайки не сажают, только за репосты. Окрестили все эти дела о лайках и репостах. Вот тут надо разделять. За репосты есть уголовные дела, потому что репосты – это размещение информации, а за лайки нет ни одного уголовного дела. Куриной отметил, что посты в интернете 2018 года стали поводами для возбуждения 571 уголовного дела об экстремизме. Всего с начала года в России возбудились 762 экстремистских уголовных дела. В июле стало известно, что врач из Хабаровска стал фигурантом уголовного дела об экстремизме из-за лайка в Одноклассниках. Все-таки первое дело есть, с первой ласточкой. Он поставил класс картинки, где осуждалось участие россиян в конфликте на юго-востоке Украины. В начале сентября Комитет Госдумы отказался поддержать законопроект, отменяющий уголовную ответственность за репосты. Ну вот, пожалуйста, 571 уголовное дело, а всего 762 уголовных дела. То есть речь идет уже о сотнях. Я думаю, что здесь уже вполне можно говорить уже о массовых репрессиях. И сроки уже сталинские, ну уже давно, 20 лет уже не новость, 12 лет уже не новость. И абсурд сталинский, например, как Канева, Сергея Канева, журналиста «Новой газеты», который, ну мы с ним работали в «Новой», он потом работал уже в ЦУРе, который вынужден был бежать из России после того, как его пытались обвинить в том, что он хочет узнать маршрут следования кортежа Путина. Вот теперь доходит уже, начинают доходить и до масштабов.
В Ленинградской области мужчина и девочка-подросток подозреваются в убийстве и людоедстве. 3 октября в поселке Новинка Кировского района в квартире одноэтажного жилого дома было найдено тело 21-летнего хозяина квартиры с явными признаками насильственной смерти. Некоторые части тела у погибшего отсутствовали. В официальном твиттере Следственного комитета сказано, что в совершении убийства и расчленения подозреваются мужчина и несовершеннолетняя девочка. Силовики также проверяют информацию о том, что подозреваемые съели некоторые части тела убитого. Но это, вот я не знаю, как это комментировать, уж на что я человек с психикой устойчивый ко всем этим новостям из Мордора, но были бы у меня сейчас волосы на загривке, они бы, конечно, встали дыбом. Я убежден, что все это зомбоящик. Я убежден, что все это зомбоящик, который начался еще даже не с Киселева, который начался еще в 90-х годах, когда всю вот эту вот чернуху, ментовской беспредел, бандитский Петербург, человечину, разрезанные трупы показывали просто валом по телевидению, просто валом. И все это сейчас начинает давать свои всходы. И когда меня спрашивают, как я отношусь к закону, принятому во Львовской области о запрещении любого российскомовного культурного продукта, да я просто поддерживаю это 2 руками и ногами, потому что это банальная информационная гигиена. Дело даже не в пропаганде агрессии, да, и там не в поддержке агрессора. И я вот как-то зашел, в 2015 году, по-моему, я зашел во Львов в кафе. Да, 15-й год был. Я зашел во Львов в кафе, и там сидят 3 парней. Видно, что они только что приехали с фронта. У них над головой висит плазма, и по этой плазме идет НТВ, по которой показывают какие-то там очередные похождения Бешеного, или там похождения Сармата, или там что-то про спецназ групп в Чечне, какой-то такой хинею. У меня, конечно, просто челюсть тогда отвалилась. Абсолютно поддерживаю, полностью. Переходим к столкновениям в Ингушетии. В Магасе, столице Ингушетии, на митинге сотрудники Росгвардии открыли стрельбу над головами митингующих. 4 октября тысячи людей в Ингушетии вышли на митинг против передачи земель Чечне. Главы республик Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров ранее подписали соглашение об этом. К митингующим вышел глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, и из толпы в него бросили бутылку. После этого Евкурова вывели с площади, а сотрудники его охраны начали стрелять в воздух. К собравшимся также пытались выйти депутаты, однако после этого началась потасовка и делегацию увели. Но речь там идет в том, что Ингушетия и Чечня уже довольно давно, это очень долгий спор, они спорят об административном разделении, об административных границах, проведенных, я так понимаю, еще в сталинские времена, да, по которым и один из районов не могут определить, кому он принадлежит, Чечне или Ингушетии, не помню, как сейчас этот район называется, и конфликт этот застарелый, и время от времени он вспыхивает вот таким вот образом, и там все это продолжается уже довольно давно. Но я вам хочу сказать, что полыхнуть может в любой момент. Как мы и говорили пару передач назад, вот эти вот центробежные процессы, которые идут по периметру империи, когда власть метрополии начинает слабеть, это верные признаки разваливающейся империи. Держим кулаки. Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной за отказ признать границу между 2 регионами. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной за отказ признать. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на заявление Кадырова на чеченском языке, которое он сделал в эфире ГТРК «Грозный». «Ради Всевышнего не создавайте себе проблем», — сказал Кадыров. «Если воевать, то меня и это устраивает. Есть силы — поквитаюсь. Когда не будет силы, поквитаетесь вы. Надо будет, и благородство покажем, и щедрость. Но тот, кто ведет пустые разговоры, тот свое место найдет». В четверг в парламентах Ингушетии и Чечни состоялись голосования о ратификации соглашения, устанавливающего границу между регионами. Если чеченский парламент единогласно ратифицировал это соглашение, то Народное собрание Ингушетии на фоне массовых протестов приняло противоположное решение. 15 из 24 депутатов выступили против предусмотренной документом границы. Еще 4 испортили бюллетени. Напоминаю, что в Магас была послана Росгвардия из других регионов. Эту Росгвардию в Магас не пустил ингушский ОМОН, который перегородил ей дорогу машиной и щитами, и просто не пустил ее туда. Ну, все это мне напоминает, конечно, 90-е годы, дежавю абсолютно, когда все точно так же начиналось.
из земельных споров начиналось между Осетией, Ингушетией, Чечней. Все это идет еще оттуда, и все это вот абсолютно полное дежавю, конечно. Минпромторг предложил для поддержки Дерипаски разрешить продажу пива ночью. Минпромторг предложил разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также отменить запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках. Эти меры необходимы для поддержки производителей алюминиевой продукции, которые подпали под санкции и столкнулись из-за этого с сокращением спроса на свой алюминий, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Против идеи Минпромторга выступила Федеральная антимонопольная служба, где заявили об ущемлении интересов производителей других видов тары. Кроме того, это предложение идет вразрез с политикой государства по поддержанию здорового образа жизни, пишет «Коммерсант». Но вот в этой стране все зациклилось всегда веками, так всегда, веками. Когда начинаются сложные времена, у этой страны есть по-настоящему есть только два ресурса. Нефть с газом, да, то есть недра, и люди, на которых они зарабатывают деньги, спаивая их. Эта страна, когда начинаются сложные времена, у них перестает хватать деньги на арматы, они возвращаются всегда к одному и тому же. То есть сначала, пока все более-менее хорошо, они там что-то пытаются про ЗОЖ говорить, там, запрещать курение, запрещать продажу алкоголя, что я, в общем-то, поддерживаю, конечно, да, безусловно. Но как только кирдык подходит к подъезду, они тут же начинают спаивать свой народ. Вот на Дерипаску наложили санкции, он теперь не может продавать свой алюминий за границу. Что делать? Ну, давай разрешим продавать пиво ночью в алюминиевых банках и в киосках. Замечательно. Спивайся, русский народ, Дерипаске нужно сохранить свои миллиарды. Это решение я поддерживаю еще более категорически. Пусть продают, пусть бухают, только в путь. Со следующего года при строительстве зданий будут использовать провода с жилами из алюминиевых сплавов. Об этом сообщили в Минстрое. Ведомство утвердило соответствующие изменения в свод правил электроустановки жилых и общественных зданий. Правила вступают в силу 20 марта 2019 года. Алюминиевая проводка широко использовалась в СССР, однако в 2003 году ее перестали применять в связи с участившимися возгораниями, отдав предпочтение меди. Инициатором возврата алюминиевых сплавов стала компания «Удивитесь, Русал» Олега Дерипаски. В организации заверили, что новые кабели безопасны для применения в строительстве. В Минпромторге подтвердили качество новой продукции, отметив, что в ее состав войдут также иные металлы, в том числе железо и медь. Так вот, они будут не только спаивать русский народ, чтобы сохранить свои миллиарды, они русский народ еще будут сжигать, плевать на безопасность. Возвращаемся к тем же самым алюминиевым проводам, которые мы запретили в 2003 году, то есть 15 лет назад, потому что из-за них были пожары, а теперь на пожар уже плевать, миллиарды важнее. Родина тебя бросит, сынок, всегда. Алкоголь разрешили продавать на заправках. Автозаправки получат право торговать слабоалкогольными напитками. Такое решение принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Казака. Речь идет о слабоалкогольных напитках. По данным издания, идея направлена на повышение рентабельности нефтяных уже теперь компаний. Предполагается, что дополнительный заработок АЗС от продажи алкоголя позволит замедлить рост цен на топливо. Вот оно оказывается что? Оказывается, о народе опять беспокоится. С предложением вернуть алкогольные напитки на заправке в 2017 году выступил сенатор от Астраханской области Геннадий Орденов. Хорошая фамилия какая. Он объяснил, что запрет торговли спиртным на АЗС никак не уменьшил число аварий с нетрезвыми водителями. Однако владельцы АЗС серьезно пострадали от такого решения. По данным «Ведомостей», Минпромторг и ФАС поддержали инициативу, тогда как главным ее противником остается Минздрав. Представитель ведомства отметил, что продажа алкоголя на АЗС может подтолкнуть водителей к импульсивной покупке спиртного, даже если они этого не планировали. Участник совещания у вице-премьера в разговоре с изданием подчеркнул, что алкоголь не будет выставляться на витрины, чтобы предупредить импульсивные покупки. То есть вы теперь не просто будете спиваться, дорогие мои россияне, не просто вам разрешат покупать бухло ночью в алюминиевых банках, и не просто выпив это бухло, вы будете гореть от алюминиевых проводов Дерипаски. Вы теперь еще будете разбиваться и на машинах, выпив бухло на автозаправочных станциях, потому что и теперь уже и владельцам нефтяных компаний нужно сохранить свои доходы. Да плевать, что там статистика ДТП, и
плевать, что там пьянство за рулем. Доходы падают, бабла нет. Будете бухать и будете разбиваться. Москва хочет обменять Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину. Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США. Об этом «Новой газете» рассказал источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной. По его словам, Москва готова обсуждать такую гуманитарную акцию напрямую с Вашингтоном. При этом Украина не будет являться стороной переговоров. Но я категорически поддерживаю вот этот вот обмен, чтобы Олег Сенцов остался в живых, пусть там выпустит хоть всех Бутов и всех Бутиных и Ярошенко, черт с ними. Но, насколько я знаю, в США вроде бы отказались уже от этого обмена, сказали, что менять не будут. На мой взгляд, зря. Я бы, конечно, поменял. Они говорят, что типа Олег Сенцов не является не гражданин Соединенных Штатов, поэтому они не могут участвовать в этой сделке. Но буква закона у них, у буквоедов, у фарисеев победила. Зря. Сергей Скрипаль скучает по Советскому Союзу и не верит, что его отравила Москва. В книге, вышедшей про него в Великобритании, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль представлен как беззастенчивый русский националист. Также сообщается, что Скрипаль смотрел в Великобритании российский Первый канал, поддерживал присоединение Крыма к России и симпатизирует Кремлю. Он отказался верить в то, что российские войска тайно вошли на территорию Восточной Украины. По его словам, если бы это действительно произошло, то они бы быстро достигли столицы Украины, Киева. Что касается Украины и народа страны, то о них Скрипаль отзывался пренебрежительно. Книга основана на материалах встречи и бесед британского репортера с Сергеем Скрипалем летом 2017 года. Ну, необучаемые, вот просто необучаемые. Это было еще до отравления Скрипаля, но после отравления он долго-долго отказывался верить, что отравила его Москва. Да? То есть вот ты сотрудник ГРУ, ты оттуда бежишь, да? Тебе покупают, сдаешь своих коллег, тебе за это покупают дом в Великобритании. Что ты начинаешь делать в этом доме в Великобритании? Ты включаешь Первый канал и смотришь его с утра до ночи, потому что вот этот вот, в этой книге говорится, что он смотрел его чуть ли не круглосуточно. Ты вешаешь себе на стенку портрет Сталина, говоришь, что надо дойти до Киева и поддерживаешь присоединение Крыма. А потом те же самые твои коллеги тебя бац и травят ядом «Новичок», а ты опять отказываешься верить, что это сделали из Москвы. Наверное, это все опять СБУ и проклятые пиндосы. Вот я не понимаю вообще, что у них в голове. Необучаемые, абсолютно неизлечимые. Напоминаю вот наши номера телефонов. Звоните, ждем ваших звонков. Но, более того, Скрипаль все никак, Скрипаль или Скрипаль, не знаю, как точно его фамилия, все не верит, что это рука Москвы. А тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин назвал экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля предателем Родины и подонком. По его словам, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг этого дела, тем лучше. Возня между спецслужбами не сейчас началась. Шпионаж, как и проституция, одна из важнейших профессий в мире. Я не знаю, что он здесь хотел сказать и что он здесь имел в виду. Давайте просто посмотрим кусочек этого его выступления, которое сделали наши коллеги из «Медузы». Он просто подонок. Вот и все. Значит, а вокруг этого развернули целую информационную кампанию. Что касается там Скрипалей и так далее, но искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной. И я уже вижу, что там смотрю некоторые информационные источники, ваши коллеги там проталкивают мысль, что этот господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель Родины. Значит, если мы говорим о том, что травили Скрипаля там, вы хотите сказать, что мы еще какого-то безумного человека там отравили, что приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании? Что за бред? Это что такое? В очистке, что ли, не работают? Нет? Никому не нужно там травить. Этот Скрипаль, он предатель, как я сказал. Его поймали. Он наказан был. Отсидел в общей сложности 5 лет в тюрьме. Мы его выпустили. Все.
Он уехал, еще сотрудничать, продолжал там, консультировал какие-то спецслужбы. Ну и что? Возня между спецслужбами, это что, вчера родилась, что ли? Как известно, шпионаж, так же и проституция – одна из важнейших профессий в мире. Он просто шпион, подонок. Шпионаж, как и проституция, одна из важнейших профессий в мире. Мне кажется, я никогда не был так согласен с Владимиром Владимировичем. В ЧУМе нет сейфа, забираем оружие. В ходе совместного рейда сотрудников Рыбнадзора, Росгвардии и Службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа у немца-вдовца, отца 2 детей, на стойбище были изъяты 2 ружья, рыболовные снасти и рыба. Рейдовая бригада добралась к стойбищу на вертолете. Вопреки обыкновению, в рейдовой бригаде не было представителей территориального управления КМНС. Брат рыбака пояснил, что оружие было изъято из-за отсутствия в ЧУМе сейфа для его хранения. По закону России оружие должно быть действительно в сейфе, который прикручен к стене или к полу и закрываться на ключ, и само оружие и патроны должны храниться в разных частях сейфа. «У нас в тундре в принципе сейфов нет», — сказал брат рыбака. «Всегда оружие хранилось в женских чумах. Сейчас брат боится к себе домой идти. Белый медведь туда пришел, а у него для самозащиты вообще ничего не осталось. Ненец-вдовец хранил оружие с боеприпасами под шкурами. Сделает ящик, оружие вернут». Руконогие. Вот не знаю, как это все комментировать. Зато руководитель Росгвардии Виктор Золотов лично убедил сдаться мужчину, который угрожал взорвать Гелендваген у Кремля, сообщил экс-советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Хинштейн рассказал, что, узнав о ситуации, Золотов решил поговорить с человеком сам, после чего подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил и убедил его сдаться. Депутат подтвердил, что в автомобиле был баллон с газом. Золотов и водитель Гелендваген вместе вышли из автомобиля, достали оттуда баллон, и генерал Золотов лично отдал ключи от машины представителям ФСО. После этого угрожавшего взрывом мужчину задержали. Хинштейн сообщил, что задержан бизнесмен из Приморского края, у которого возникли какие-то проблемы в бизнесе, но они не связаны с Росгвардией. Никаких претензий к ведомству и лично к Золотову у мужчины не было. Ну, обычное дело, приезжает Гелендваген с газовым баллоном, угрожает взорвать Кремль, к нему тут выходит Золотов и уговаривает его сдаться и передает ключи от Гелендвагена сотрудникам ФСО. 2 чиновников так называемого Совета министров Крыма заразили серверы Совмина, получив к ним доступ, а потом запустили майнинг на десятках компьютеров и ноутбуков в подвале правительственного здания. Их нелегальная деятельность по добыче криптовалюты велась с сентября 2016 по январь 2017 года. За этот период один из чиновников заработал 7 тысяч рублей, а второй 8 тысяч. При этом расходы на электроэнергию превысили 57 тысяч рублей. Суд признал их виновными в нарушении должностных обязанностей, оштрафовав каждого на 30 тысяч, а работодатель уволил. Категорически поддерживаю таких чиновников Совета министров, так называемого Совета министров Крыма. Пусть майнят. Производительность просто потрясающая, минус 300%. Замечательно. Депутат Государственной Думы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что размещенная в интернете информация провоцирует подростков к мастурбации, и проблема получила уже большое распространение среди молодежи. Он призвал объяснить детям вред мастурбации в рамках общего полового воспитания в школах. Здесь есть риск, определенный к половому здоровью ребенка, как мальчика, так и девочки. По словам депутата, необходимо также работать с родителями, которые могут это явление отследить и спрофилактировать. Однако заниматься профилактикой в школах он призвал прежде всего в гиперурбанизированных регионах, поскольку, например, в мусульманских республиках этого не поймут. На моей памяти это, по-моему, кажется уже 3-й раз, когда Онищенко запрещает мастурбацию в России, а россияне все не слушаются и не слушаются. Слушай, карбонарии просто какие-то. Он все запрещает, а они все не слушаются, все бунтуют и бунтуют. Нет ли в этом экстремизма? По-моему, надо этим заинтересоваться Следственному комитету Российской Федерации, мне так кажется. Новости экономики. Сегодня замечательная подборка экономических новостей.
При монтаже фрагмент строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду. Инцидент произошел на мелководье, на участке между Тузлинской косой и островом Тузла. В тот момент, когда строители с помощью домкратных систем опускали на опоры моста один из железнодорожных пролетов, он наклонился в воду и упал. Опоры моста не были повреждены во время события, поэтому несущая способность здания не нарушится. На ликвидацию последствий и установку нового фрагмента потребуется 35-40 дней. И что-то там, вот здесь я почему-то не написал, но цена этого будет что-то там в районе, что-то, по-моему, 45, что ли, миллионов долларов. Молодцы. Рукохлопаем вам, руконогие. А у нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Задавайте свой вопрос. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Аркадий, это Дмитрий из Днепра. Помнишь, как мы с тобой хорошо покатались? Помню, приветствую тебя. В мае 2014 году. Приветствую тебя, давай. Видеть, как я говорю, черт везучий. Удачи тебе и везде не дальше. И вопрос будет такой, что мы, по-моему, тогда еще с тобой это обсуждали и говорили, что, к сожалению, в отличие от демократических государств, у которых можно более-менее как-то адекватно разглядывать проблемы или процессы гниения, да, или что-то еще, то тоталитарные государства, они, к сожалению, как и предыдущий режим нашего господина Януковича, они как стекло. Они стоят, потом резко падают. И, к сожалению, это может быть через 2 дня, а может быть, к сожалению, через 5 лет. И ты делаешь очень нужное дело, очень рад, вот прокомментирую. То есть, как ты надеешься выявить признаки такого случайного и вообще непредсказуемого процесса? Спасибо, тебе, Аркадий. И тебе тоже спасибо тебе за звонок. Ну, признаки эти, они уже выявляются, и уже выявляются много-много. И вот то, что и происходит в Ингушетии, это еще очередной признак. И деградация ГРУ, это тоже очередной признак. И санкции, безусловно, истерика Путина по этому поводу, который говорит, что не ездили мы травить ваших бомжей, зуб даю, это не я. И все эти признаки, они уже, безусловно, есть. То есть процесс уже начался, его уже не остановить. И этот паровоз встал на эти рельсы и, ну, пока еще не на всех парах, но значительно ускоряясь, несется к пропасти, куда его ведет этот замечательный кормчий Владимир Владимирович. Только и делает, что подбрасывает в топку дрова один за одним, и не будем мы ему мешать в этом деле. Но рухнет все совершенно непредсказуемо и непонятно в какой момент. Я абсолютно с тобой согласен, это может быть и завтра, может быть и через 5 лет, и через 10 лет, и через 15 лет. Я думаю, скорее все-таки, что 5, 10, 15 лет это срок более реалистичный, потому что, господи, как же это называется-то, ну, в общем, устойчивость у этого режима еще есть, но рухнет он быстро и одномоментно, как это произошло с Советским Союзом за 3 дня, да, и скорее всего это произойдет совершенно не по политическим причинам, а по каким-либо бытовым причинам, когда, не знаю, исчезнет с прилавков туалетная бумага или там в очередной раз поднимут, не знаю, пенсионный возраст, или просто по совершенно каким-нибудь бытовым причинам, когда в каком-нибудь очередном Волгодонске взорвется очередной бытовой газ или загорится алюминиевая проводка от Дерипаски. И вот тогда, конечно, надо будет только смотреть и на этот фейерверк, как будут лететь куски по небу. Российским военнослужащим будут выдавать по 2 пары трусов в год. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому военнослужащим в России будут выдавать по 2 пары трусов в год. Трусы будут выдавать только тем, кто проходит военную службу по контракту на должностях старшин, сержантов, солдат. А офицерам уже не будут выдавать трусы. А также курсантам военно-морских образовательных организаций. Но тем временем правительство постановило прекратить до 1 июня 2022 года выдачу шерстяных пилоток. Помимо этого, шапки-ушанки заменят просто шапками, а рубахи фуфайками. Вот такие вот важными вещами занимается правительство и Дмитрий Медведев в те времена, когда там между Чечней и Ингушетией чуть не начинается война. Ну, правильно, как же без трусов-то воевать? В Кузбассе торжественно открыли памятник Шишке. В городе Тайга Кемеровской области появился памятник кедровой шишке. Его открыли на первом городском фестивале «Кедры Тайги» в юбилейном парке, сообщает «Вести Кузбасса». Памятник шишке в тайге решили поставить, потому что она символизирует благосостояние и долголетие. Фестиваль посвящен сибирской сосне.
А его гости увидели выставку поделок из кедра, посадили хвойную аллею в парке, были на мастер-классы по выпечке пряников и изготовлению глиняных горшков. В Подмосковье до 2013 года был памятник карамельке. Он символизировал сладкую жизнь, но его украли. Правильно, потому что сладкая жизнь после 2013 года закончилась. Нечего памятнику карамельке стоять. Вот вроде все нормально. Ну, памятник шишки и шишки в Луховицах стоял памятник огурцу. Нормальные, прикольные памятники, да? Но вот взять и поставить около него почетный караул, и все. И сразу получается какая-то абсолютная идиотия. Так, говорят, у нас есть какой-то вопрос. Ага, вопрос пришел по Вайберу и спрашивает, когда Россия будет бомбить сама себя. Да уже начинается. В Воронеже уже точно надо приготавливаться. Вот саратовец пропил крышку люка, раскаялся и нашел на ее место новую. Но эта новость у нас была в прошлый раз. Причем задержали его тогда, когда он крышку люка украл, пропил, решил возместить ущерб, украл вторую, чтобы поставить на место первую, а тут-то его и взяли. В Забайкалье следователи заподозрили в хищении вещдоков по делу о хищении вещдоков. В Забайкальском крае задержали... Это натуральные новости, мы ничего не придумываем, это настоящие реальные новости. В Забайкальском крае задержали бывшего следователя Булата Шагдарова. Его подозревают в краже мобильных телефонов, которые были вещественными доказательствами в деле о присвоении вещественных доказательств. Шагдаров занимался расследованием дела Дмитрия Неделькина, начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности Краевого управления МВД. Неделькина обвиняли в том, что он изъял у гражданина Китая 15 поддельных телефонов Apple и Sony и пытался их продать. В конце сентября его оштрафовали на 40 тысяч рублей. Уголовное дело против полицейского закрыли. У Шагдарова следователи изъяли те самые телефоны, которые фигурировали в деле полицейского Неделькина, которые он изъял у гражданина Китая, который пытался их продать. В СК считают, что он украл их с целью обогащения в свою пользу. Следователи просят суд арестовать его по делу. И, видимо, наверное, тоже изъять похищенное, а потом, которое будет вещественными доказательствами. А потом в деле о краже вещественных доказательств, о краже из дела вещественных доказательства, наверное, опять пропадут. Такой вот круговорот вещественных доказательств. Где это? В Пермском крае, что ли, или где? В Забайкалье. В Перми, наоборот, суд прекратил уголовное дело против священника Богородицы Казанского Серафима Алексеевского Бахревского женского монастыря, Господи, обвиненного в краже и угоне. Суд применил к нему меры уголовного правового характера и штрафовал на 45 тысяч рублей. Священнослужитель, будучи пьяным, украл сумку в магазине, а потом угнал автомобиль. На него завели уголовное дело о краже и угоне. Интересно, может быть, в этой сумке были вещдоки, украденные из дела по краже вещдоков. В итоге по первой статье его оштрафовали на 30 тысяч рублей, по второй на 15 тысяч. В 2017 году священника из Сургута задержали пьяным за рулем. Он предложил полицейским взятку, а когда те отказались взять деньги, полез к ним драться. А в Нижегородской области священник воровал иконы. Стоимость похищенных ими икон оценили в 1,5 миллиона рублей. Он получил 5 лет колонии. Духовность. Где еще такую духовную страну взять, как не в России? Священники воруют иконы, ездят бухими за рулем, лезут к полицейским драться. В Буденновске полиция задержала местную жительницу, которая пыталась организовать убийство соседей. Жительница решилась на это, потому что соседи начали сверлить несущую стену ее жилища, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Соседи начали сверлить стену квартиры женщины в начале сентября. Они поссорились. Женщина осознала, что конфликт затягивается. Решить мирным путем его не удается. Она решила организовать убийство соседей и приступила к поискам киллера. О планах женщины узнали сотрудники полиции. Один из них притворился киллером. Когда он сказал, что исполнил заказ и показал фотографии с инсценировкой преступления, женщина заплатила ему за работу 100 тысяч рублей. Жительницу обвинили в покушении на подстрекательство и заказное убийство. Следователи просят суд арестовать ее. Даже не знаю, хочешь, я убью соседей, что мешают спать. В принципе, понимаю ее чувство, но, не дословно же. Мэрия Саратова просит не воровать украшения ко дню города, но их все равно воруют.
С саратовских улиц пропали арт-объекты и украшения, установленные ко дню города, хотя мэрия просила саратовцев не трогать их. С Волжской улицы исчезли кресла, сделанные из деревянных поддонов. Господи, да это-то им зачем? Главный режиссер мероприятия Галина Кузнецова рассказала, что эти кресла делали сами волонтеры, на них не тратили деньги из бюджета. Саратовцы отмечают День города в 3 воскресенье сентября. Прошу прощения, мне вот сейчас редактора подсказывают, что они за шпроты убивают друг друга. А что ты тут про кресла из палетов говоришь? Это великое имущество. Так, напомню, что мечей в 2017 году просили не вырывать корм у белок в парке Зеленый остров. В 2016 году власти Крыма предостерегали жителей полуострова от кражи песка с пляжей, грозя им слежкой сотрудников ФСБ. Товарищи крымчане, не воруйте песок с пляжей. Ну как, воруйте лучше корм у белок, я не знаю, но в этом как-то меньше идиотии. Но песок с пляжей-то зачем? Ну уж совсем уже. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер, Аркадий. Добрый вечер, Аркадий. Да-да-да, говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот то, что происходит в данный момент в Ингушетии и в Чечне, как вы думаете, это разжигание межнационального конфликта или же отвлечь внимание от экономических проблем в стране? Да, спасибо за звонок. Это не разжигание национального конфликта, потому что Россия эти конфликты, наоборот, все-таки пытается тушить, потому что им сейчас это не нужно. Я говорю, это застарелый конфликт. Вот в такой ситуации, в таком состоянии он находится уже лет 20. И лет 20 они не могут поделить этот, господи, вылетело название района, приграничный, что ли, район, не помню сейчас, как называется. Чечня считает его своим, Ингушетия своим, и время от времени там такие стычки происходят. Это, в общем, стандартная ситуация. Россия их не разжигает. Но, на мой взгляд, ситуация выходит из-под контроля, и это может бахнуть в любой момент. Вот реально в любой момент. И когда-нибудь это обязательно бахнет, и когда-нибудь это точно выйдет из-под контроля. Переходим к международным новостям. В Москве арестовали бывшего министра транспорта Украины по делу о нападении на посольство России. Полиция Москвы задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, которого объявляли в розыск по делу нападения на посольство России в Киеве. В отношении Рудьковского возбуждено уголовное дело по статье 360 УК РФ. По версии следствия, в июне 2014 года он бросил камень в посольство России. В мае 2016 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра. Нападение на посольство было совершено 14-15 июня 2014 года. Возле здания устроили митинг после того, как в аэропорту Луганска сбили военный самолет Ил-76 с 49 людьми на борту. Ну, мы все помним, я думаю, что вы все помните это замечательное видео. Я вот о чем хочу сказать. Зачем вы туда ездите? Вот на кой черт вы туда ездите? Вот я не понимаю. Вот ты кидаешь камень в посольство России. Ну да, его там заставили, окей, он, может быть, и не хотел, но в любом случае. Вот ты его кидаешь, а потом едешь в Россию, в которой на тебя уже заранее, заочно заведено уголовное дело. Ты каких результатов ты ожидал, дружище? Так, еще один вопрос у нас есть, на Вайбер, видимо, пришел. Как я оцениваю перспективы бессрочного протеста, который происходит в Москве? Это, видимо, бессрочный протест по Олегу Сенцову. Там действительно замечательные люди, многие мои друзья, да, и Вика Ивлева, и Алиса Ганиева организовали бессрочный протест в поддержку Олега Сенцова. И действительно, каждый божий день они выходят с плакатами в поддержку Олега. Это очень важно. Я считаю, это очень важно. Такая поддержка действительно, безусловно, важна. И у нас в одной из прошлых передач были стихи Бориса Стамахина, который написал в поддержку Олега Сенцова, которые французы читали в Париже около посольства России. И это все, безусловно, нужно для поддержки, да, для привлечения информационного внимания, чтобы просто не забывали и чтобы Олег там чувствовал, что о нем думают, потому что там это невероятно важно. Но, к сожалению, перспективы я, конечно, оцениваю как нулевые, потому что российским властям на это уже глубочайшим образом плевать. Сейм Литвы призвал Пасени восстанавливать права России. Парламент Литвы специальной резолюцией призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы не восстанавливать права российской делегации в этой организации. За резолюцию проголосовали 77 членов Сейма. Ни один не был
против. Вот мы рассказывали в одной из прошлых программ о том, как Даля Грибоускайте выступила, по-моему, там же в ПАСЕ или на Генассамблее, я уж не помню, с тем, что международное сообщество не справляется с новыми вызовами. Сейчас вот еще и эта замечательная инициатива. Еще раз хочу сказать спасибо странам Балтии, потому что их поддержка замечательная, они отлично представляют, что происходит. Ну и закончим замечательной новостью о том, как вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, говорящая фамилия, ушел на пенсию, получил 23 оклада, а затем опять вернулся на работу. Губернатор Александр Гусев заявил, что не видит в этом ничего предосудительного. Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты? После этого Агибалов решил уволиться второй раз. На этом мы заканчиваем наш эфир. Увидимся с вами через неделю, в пятницу, на телеканале АТР в 21:00. Оставайтесь с нами. Удачных вам выходных. До свидания.